Let's go! Всем привет, ребята. Значит, сегодня какая тема? Александр вытащил меня на один из платных водоемов, где он будет рыбачить, ловить форель, да, и попросил меня немного поснимать, ребята. Сейчас Саша расскажет о снастях, которые он будет применять, приманках и тому подобное. Саша, пожалуйста. Ну, значит, рыбу сегодня будем ловить на, скажем так, два вида приманок. Это колеблющиеся блесна разных вариаций там и марок. И, соответственно, съедобная форелевая резина. То есть это различные черви, личинки, нимфы, ну и тому подобное. Как бы. Спиннинги для такой рыбалки, значит, я взял марки Varivas серии Aria Drive с тестом от 1,5 до 6 грамм. Покажи поближе. Вот такого вот плана. Приманка вот примерно такого плана. Значит, катушка Биомастер 1000 FB, плетенка 5 либров. Тоже Varivas, не помню, правда, какая серия, здесь плетенки стоит. Вот, в общем, этот спиннинг буду использовать под резину и под крупные колебалки, скажем так, весом более 3 грамм. Второй спиннинг. Значит, второй спиннинг это тоже Varivas серия Aria Drive, но с другой тестовкой. Это от 0,6 до 3 грамм. То есть этот спиннинг я буду использовать под некрупные колебалочки. То есть катушка Soare 2000, плетенка 4 либра, Trout Master, по-моему, если мне память не изменяет. Вот. Ну и, соответственно, некрупные колебалки марки Forest. Ну, конкретно вот сейчас Crystal, серия Crystal. С чего начнем? 2 грамма. Ну, хочу начать с резины, попробовать. Вчера ребята были как бы здесь, на этом пруду. Вот, это значит Криуша, платные пруды. Вот. И они ловили вот вчера вот на такую вот резину. В общем-то, у них был неплохой клев. Стоимость рыбалки какая? Стоимость рыбалки 1500 рублей, вернее 1300. В норму вылова входит 2 килограмма форели. Можно забрать, да? Да, можно забрать вот стоимость. А остальное за деньги? Остальное доплата, да, 600 рублей за килограмм, Ага, насколько я знаю. Поэтому начнем с резины, ну и посмотрим, как бы, что из этого выйдет. А дальше, может быть, и перейдем на колебло. Ну, посмотрим, в общем. Будем экспериментировать. Будем Не переключайтесь, ребята, будет интересно. У Александра тут большой арсенал микроколебалок. Смотрю, вертушечки какие-то. Это еще небольшой. Еще небольшой, да? Да. И внутри у него там баночки с червяками. Потом тоже посмотрим. Ну все, Саша начал делать первые забросы. Посмотрим, как сегодня будет клевать форель. Форель по развесовке здесь такая, килограмм и выше. От 1,5 даже. Поэтому будет, наверное, интересная борьба. Первая рыба. Ребята, на первом же забросе произошла поклевка. Все, и первая рыбка у нас в активе. Кстати, рыба вот видно в язвах. Видимо, повреждения были нанесены во время транспортировки, возможно. Возможно, от того, что к рыбе прикасаются руками и впоследствии ее как бы отпускают. Поэтому, если соблюдаете принцип ПО, то рыбу руками категорически нельзя трогать. Вот. Ну и, соответственно, не ложить на мостик, и после поимки сразу желательно отпустить. Цвет шартрез. Резина называется Trout Zone. То есть очень вонючая резинка. Именно вот
для ловли форели, как бы она предназначена. Продолжим. Рыба здесь как бы находится ближе к дну, поэтому приманку заглубляем, даем ей опуститься на дно, а дальше уже начинаем не спеша проводку с подыгровкой резинки. Ну и в толще воды, ближе к дну, начинаем делать проводку. Монстры просто. Монстры 1,5 килограммовые. Аккуратненько извлекаем блесну. Крючки используем безбородые, чтобы наносить меньше вреда рыбе. На что произошла поклевка? Значит, поклевка произошла на блесну от компании СВ. Вот зеленая подложечка, вес 3,2 грамма, по-моему, у нее. Вот, ну где-то, скажем так, не в придонном слое, а где-то вот по центру, между поверхностью и дном. На резину до этого поклевок на 5 забросах не было, да? Ну да, как бы рыба не совсем активна, как видно, потому что всплески отсутствуют. Вчера и погода была другая. Вчера светило солнце, ветер был потише, а сегодня пасмурно и ветерок. Поэтому, может быть, это сказалось на, скажем, активности рыбы. Ну, сейчас посмотрим. У нас первый мостик, да, мы сейчас будем перемещаться, Да. и может быть где-то будет. Посмотрим, да, может быть, где-то, скажем, большая концентрация рыбы есть. Проверим. Поехали дальше. Попробуем на воблер, да. Недавно я нашел его здесь на берегу. Он поменял крючки на нем, так как старые сгнили, видимо, может быть, он с прошлого года здесь лежал, ждал меня. Ну, попробуем, может быть,
он мне принесет удачу. Неактивна рыба сегодня по сравнению со вчерашним днем, как говорят ребята, что здесь просто рыба вешалась на крючок. Сегодня приходится вымучивать ее. Вот она, красотка. Соблазнилась на резинку. Отпускаем. Даем ей немножко заглубиться. И начинаем проводочку. Ну и со сбоем блесны. Меняем блесну. Пробуем что-то другое. Другой какой-то вариант.
как знают. Сейчас мы ее освободим от крючка. И отпустим. Оп. Ушло. Как будто знает. На-на. Были подбои приманки, видимо, заинтересовал ее цвет блесны. И получилось доловить рыбу. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Хотя вот видно, как рыба гуляет по поверхности воды. Вот. Ну, концентрация рыбы, конечно, невелика здесь. Сюда было запущено полтонны форели, учитывая то, что ее вес приблизительно 1,5 килограмма. Ну, это где-то там примерно порядка 300 с чем-то, может быть, рыбин. И плюс это уже 2-я неделя, по-моему, как озеро доступно для рыбалки. Поэтому какой-то процент рыбы он был выловлен, наколот. И, скажем, озеро не совсем маленькое, поэтому небольшая концентрация рыбы. Ну, видимо, вот это как бы сказывается на клеве. В прошлом году озеро зарыблялось, но было выпущено в него порядка около тонны рыбы. Навеска была чуть меньше, килограмм плюс. Ну и, соответственно, рыба была куда более активна. Очень хорошо клевала, как бы. Вот. Ну, то было в прошлом году. Сейчас имеем то, что имеем. Ну, приступим. Сейчас чай попили, клев будет как на черных камнях. Клев будет такой, что ты забудешь обо всем на свете. А? Ну да, спиннинг вниз лучше. Так вот. Ребята, произошла поклевка у меня. Саша дал мне подержать спиннинг. Я говорю, да, я заброшу один раз. И первый раз в жизни я поймал форель, ребята. Спиннинг я катушку обычно креплю с другой стороны, и поэтому мне не совсем привычно
получится. Пусть трещит, трещит, пофиг. Ага, ага. Осторожно. Уже можно посачить? Давай. Аккуратненько подводи ее, не спеша. Но она не так-то быстро дастся. Ага, я понял, понял. Потихоньку наверх ее поднимай, потихонечку. Ага. Такая борьба, ребята, рыба очень бойкая. Очень непривычно мне катушку держать, мотать левой рукой. Но большая рыба клюнула, огромадная. Вот это да. Это здоровый там, нет? Ну, стандартная. Это не дать под мостик. Спиннинг, смотри, осторожнее. Ага, Отщелкни губу там. Да. Камеру направь. Ребята, это первая в жизни мною пойманная форель, пускай на платнике, но я вообще вот несказанно рад, я просто уже устал снимать тут и попросил у Саши сделать пару забросов и смог поймать вот такую вот форелину. Ставим лайки, ребята. Обалдеть. Можно я заберу ее домой, Саш? Конечно, конечно. Ребята, заберу домой, мы находимся на платнике, рыбачить нам осталось где-то около часа, поэтому мы вправе забрать с этого водоема 2 рыбы, и эту рыбу, пойманную мною, я заберу домой, ребята. Даже достану ее, наверное. Не, она вырвется. Ничего страшного. Вот такая вот рыбехина, ребята, попалась. Огонь. Осторожно, спиннинг. Ребята, я поймал еще одну рыбу. У меня там уже клюет во все, а я вообще не отдупляю, короче, то, что у меня клюет. Но она как бы, мне показалось, что она просто тюкала. Очень не с руки мне работать. Ты так не, это иначе обрыв будет. Запуталась, блин. Отпуталась. Ну, это надо отпустить, наверное. Так, ребята, значит, у меня клюнула еще одна рыба на колебалку. Какой-то у нее раненый хвост. Ну, как Александр говорит, видимо, при транспортировке, возможно, пострадала рыба. Значит, свою рыбку я поймал, ту первую забрал, а эту рыбку, ребята, я отпущу. Аккуратно освобождаем ее и За борт. отпускаем. Не бросай, только аккуратненько надо в воду опустить. Вот, и да, подсачивай его, все, нормально, сейчас уйдет. Ребята, я впечатлен. Обалденная фигня, очень бодрая. Снасти очень легкие. Непередаваемые впечатления. Крутяк.
Ну, видишь, кончик гнет у тебя. Ну, гнется, я думал, она его просто теребонькает. Ну как, все, она уж сидит там на. Блесеночка хорошая. Это мне подарили это. В прошлом году я выиграл этот спиннинг-лайн Куб Траут, и вот в подарок мне несколько блесен дали таких. Очень такая прикольная рыба, конечно. Это. Форелевая. То есть рыба очень бойкая, действительно. Тащить ее одно удовольствие. Ну, еще на легкие снасти. Да. Ну, как бы ее и ловят на легкие снасти. Во-первых, колебалочки, скажем, очень легкие. Да, он до 6 грамм. Это до 3, а это до 6. Вот во время соревнований стоят двое на мостике, вот так же вот. Один ловит по этой стороне, другой по этой, и то есть твоя задача обыграть соперника. Поймать больше, чем он. Вот сейчас ты поймал 2 рыбы, я там не поймал ни одной. Угу. Опа, сидит. Она включит. Вверх не поднимать, да? Да, вниз надо прижимать, чтобы она на выбросе, считай, клюнула. Произошла очередная поклевка у меня, ребята. Здоровенная рыбина. Ага, давай. Нет, ты рукой, ты ее близко на коротке не надо, вот так вот. Так спиннингу пизда придет. Ага, ага, ага. Все осторожней. Держи. Ага, все. Первый раз сам самостоятельно, значит, даже заподсачил. Первые 2 раза мне помогал Александр. А сейчас полностью всю операцию я проделал сам, ребята. Как бы мне не хотелось испачкать костюм, все-таки пришлось. Держи, Саня, этот спиннинг. Сейчас, мне неудобно просто. Что там, приманка-то где? Она освободилась, да? А, вот она, подожди. Что ты будешь делать?
Эту рыбу мы тоже отпускаем. Сейчас она отойдет от стресса, от борьбы, подустала. Все, и убежала. Ну, 3 рыбин поймал. Как говорится, новичкам везет. Ребята, новичкам везет. Первый раз, как говорится, первый в класс, и все у меня получается и клюет. Блин. Ну, она стоит, значит, где-то по центру там старается. Она так-то обычно к берегу ближе держалась. Мгм. Есть? О. Под берегом взяла, да? Ты меня обловил. Уже 4-ю ловишь. Я 3 поймал, ты 4. Ты снимаешь? Да. Я заснял, я заснял. Ай, мотай, крути, крути. Это, катушка сама выберет. Леской подведет рыбу. Оп. Ну, тем не менее, зачет. Поправь резинку. Натяни ее как положено. Крючок, может, разогнул, нет? Угу. Вот на такого червяка, ребята. Шартрез. Цвет шартрез. Да, новичкам везет, видишь, как у тебя ловко получаться стало. Ну, клюнула уже вот здесь. Ну да, я под берегом. Есть бровка. Ну, видимо, может, вот под бровкой там стоял. Ну, такая вот форелевая рыбалка. Опять. О, вот это дает. Да, на выбросе, смотри, клюет. Так вот.
Ты рукой играй, вперед руку, назад руку, вот так вот. То есть слишком близко не подматывай к кончику, потому что это спиннинг может не выдержать просто, поэтому лучше на это, да, вот подтягивай ее, чуть-чуть раз, ну, крутанул чуть-чуть. Эта рыба такая бешеная. Поймал на резину, у Саши не клюет, у меня, как у новичка, клюет, ребята, просто супер. Отпускаем. Угу. Ну, все. Вон больная какая-то плывет рыба. На поверхности. На. Сорвалась. Роман без рыбы. Крючок сломал. Ага. Сломался крючок на блесне. Жалко. Да. Ну ладно, что, поменяем сейчас. Вот и подошла к концу наша сегодняшняя рыбалка на платном водоеме.
Значит, планировали просто поснимать видео, как Саша будет готовиться к соревнованиям, которые будут проходить во Владимире, да? По форелевой ловле. И было запланировано как бы тренировочка у Саши, и я хотел поснимать. Погода нам не дала нормально отснять материал. Был дождь, то начнется, то закончится. В конце рыбалки вообще разошелся. И я взял и сделал пару забросов Сашиными снастями. И мне удалось поймать, по-моему, 4 форельки. Ребята, я остался крайне доволен. Для первого раза получил колоссальное удовольствие. Единственное только меня смутило то, что я за рыбалку за эту не платил. Платил только Александр, и получается, что это удовольствие я здесь своровал. Но надеюсь, меня хозяева данного платного пруда простят. Мы разместим этот видеоматериал в соцсетях, сделаем небольшую им рекламку и тем самым будем с ними в расчете. Ну, вот такая вот у нас получилась рыбалка, ребята. Подписывайтесь на мой канал, будет много интересного.